Вот это вот граница между Ингушетией и Осетией. Формально она проходит чуть дальше, но проверки проходят здесь. Мы его называем границей между Мексикой и Америкой. Потому что там также потрошат все, и сумки, и все остальное. То есть вот это вот ощущение того, что это разные земли, разные территории, оно сохраняется? Оно сохраняется условно, потому что, например, тот же пригородный район, который вон отсюда виден, там есть села, где большинство живут ингушей до сих пор. После 92 года многие вернулись там, куда можно было вернуться. А там, где вернуться уже нельзя, например, как в моем селе, естественно, не вернулись. Это поселок Южный. Дальше где-то метров 100 от шлагбаума начинается как раз село Чернореченское. Там, где я вырос, и там, где был дом моего отца и моего деда и так далее. Вон впереди шлагбаум, после которого нас не пустят. Почему? Все, там начинается водоохранная зона санитарная, которая была придумана как раз после тех событий. Хотя за этим шлагбаумом еще 2 села находятся. Где я жил, и еще одно село Терк находится на правом берегу от военно-грузинской дороги. Больше туда не пускают. И там нет вообще никаких признаков, что там кто-то когда-то жил. В какой момент своего детства ты понял, что ты ингуш, и что ваша жизнь здесь не так, чтобы всем нравиться, что что-то может случиться, и вас отсюда могут выпроводить из своих домов? То, что я ингуш, я осознавал, наверное, с момента, когда я вообще что-то начал понимать. Потому что наш отец очень в этом смысле консервативный. Он меня и моих старших сестер заставлял говорить по-ингушски, когда мы не знали, а мы в детском саду всегда, конечно, говорили по-русски. И всякий раз, когда я неправильно ставил род или падеж в словах, он меня наказывал и говорил: так, сегодня ты не получишь там того-то. Понятно, что впоследствии, когда ты уже становишься более осознанным, ты живешь среди своих родных, близких, односельчан, кто говорит всегда на ингушском языке, это все выучиваешь, и традиции, и обычаи, они как бы впитываются в тебя. А что касается того, что кому-то здесь нравится или нет, что мы здесь находимся, я никогда в жизни об этом не думал в этом контексте. Я помню, что мы с сестрой смотрели телевизор примерно 89-88 год и показывали события из Афганистана. И мы думали, чего людям не живется, почему всегда война. Но здесь-то точно не будет войны. Я помню эти слова. Здесь-то вот точно не будет войны. Что происходит в вашей жизни? Понятно, что есть какое-то течение исторических событий, то есть июнь 92 года, когда было объявлено о создании Ингушской республики, и дальше наступает октябрь 92 года, когда начинаются настоящие боестолкновения здесь. В 20-х числах октября, этот год я запомнил очень хорошо, потому что мы строили дом, и мы работали на стройке, то есть дети. И тебе в 92 году сколько лет? 11 лет. Вон там, между 2 этими большими столбами, собирались люди. Потому что по пригородному району происходили какие-то очень странные события, связанные с загадочными смертями. Где-то кого-то убьют, там задавят девочку на БТРе, там еще что-то, еще что-то. Опять же, я не могу сказать, что это стало причиной митинга. Я помню, приехал УАЗик сюда и БТР разгонять людей. И этот БТР убил моего близкого родственника. Стреляя в воздух, одному парню, по-моему, оторвало руку, из пулемета выстрелили в него, а брата моего троюродного его убило. Узнав об этом, его родной брат, он приехал сюда, и его тоже убили. И получается, 2 убили за один день из одной семьи. И это стало прям катализатором. И тогда, я помню, было напряжение. И мы с мамой, я помню, поехали во Владикавказ для чего-то там. Я помню мамину руку, которая меня сильно сжимала. Я запомнил этот момент. И я это запомнил, потому что мне было больно, а сказать ей мне было стыдно. И
тогда я по настроению мамы понял, что что-то не так, потому что мы очень быстро вернулись. Это были 20-е дни октября. 30 октября рано утром нас мама разбудила и сказала: выезжаем все. А мы выехали вот в чем были. Так, что там через 2-3 дня мы вернемся. И все. И мы не вернулись больше никогда. Вообще никогда? Вообще. Вот здесь находится военный городок Спутник. В 92-м году, когда началась вся эта история, там жила моя тетя, папина сестра. И она там просидела 3 ночи в заложниках. А потом вывезли их уже под флагом российских войск. А еще я помню, когда в Карбулаке появились первые видеоклубы, где можно было смотреть видеокассеты. Там начало 93-94 год. И привезли какую-то кассету, где вот как раз были съемки этих заложников в подвалах. И я там увидел свою тетю, и мне так страшно стало. Я помню, мне было лет 12-13. И мне прям очень страшно стало, потому что я подумал, ну как это так? Это же моя тетя, как она могла вообще попасть туда? Какие были вкусные в этом магазине рулеты. Мы с мамой покупали постоянно. Постоянно напротив в магазине были только овощи и фрукты, и все. И мы там их постоянно покупали. Сначала там всякие сладости, вкусности, потом овощи там. Там же автобусная остановка, и мы туда. Отсюда до твоего дома, то есть пешком, сколько было бы? Я думаю, минут 20. Сейчас там вообще ничего нет? Вот такой пустырь. Вот какой мы видим впереди, вот такой же пустырь там и дальше. Хотя там было... Домов было сильно больше даже, чем здесь. И дома были сильно, новее, потому что люди строились. Там было целое поле, где было новостройки просто. А сейчас там никаких признаков жизни вообще. То есть даже бетона не осталось. Мы отсюда на пазике, я помню, автобусе, выехали в Джейрах. Мы пошли той самой дорогой по тропинкам через горы, туда, в сторону равнины, в Алкун, в Мужичи, в Галашки, вот туда. Я нашла, когда готовилась, заметку из «Коммерсанта», и там пишут, что неподалеку от поселка Алкун на горных тропах в Ингушетии мы видели поток ингушских беженцев из Северной Осетии, не прекращающийся со 2 ноября. Люди шли днями и ночами под снегопадом и дождем, раздетые, и только маленьких детей заворачивали в одеяло. Эту тропинку ингуши назвали тропой смерти. И на ней уже погибли, сорвавшись в ущелье, десятки женщин и детей. Несколько десятков мирных жителей погибли от переохлаждения. Это все правда? Да, абсолютно правда. Там стоит памятник сейчас тем, кто переходил через этот перевал. Один из них – это я. Мне было 11 лет тогда. Я и мой младший брат, которому было тогда 6 лет. Сколько дней вы шли? Меньше суток. Но мы шли довольно быстро, потому что у нас не было больных на носилках. Там были такие. У нас не было багажа, как стало очевидно. И мы были отданы самим себе. То есть нам сказали, вот тропа, идите. А куда вы шли? Мы шли на равнину. На равнину, сюда, в сторону Сунжицкого района Ингушетии. То есть получается, что вы вот сюда не могли выйти, и вы должны были обойти через горы, на самом деле, чтобы прийти почти в ту же точку. Абсолютно. По-другому нельзя было, потому что если ты приедешь сюда, ты попадешь в заложники. Ты попадешь в заложники, и тебя убьют. То есть выбор очевиден был. Нас вывезли из Джейраха, когда в огород моего дяди, где мы оставались, прилетел снаряд. Кто стрелял? Осетины оттуда. И тогда нам сказали, что детей и женщин нельзя оставлять. Мы там ночевали, это был очень интересный момент. Мы ночевали в каком-то, что-то вроде курорта советского времени. И нас человек 10-15 поместили в комнату, где-то квадратов 15. И мы там кучковались все. И мы все были голодные. И кто-то начал печь лепешки. И мы услышали запах лепешек. И нам занесли, там, по-моему, 2 или 3 лепешки горячие. Это были самые вкусные в моей жизни лепешки, потому что нам так всех на куски руками поделили всем. Мы спали все на полу, переночевали там. И на утро, рано утром, это было потрясающее утро, потому что звезды еще были. И мы ехали в грузовой машине, высоко в горах, и облака были под нами.
Потом, когда мы доехали до места, где уже машины не могли проехать, нас выгрузили всех и сказали, вот, пожалуйста, туда. Но надо отдать должное, с равнины молодые ребята, практически жертвуя собой, шли вперед, навстречу нам. И кого не встречали, они прям друг другу передавали нас всех. И всегда нас подбадривали, я помню, они нас всегда подбадривали, говорили, вот сейчас за этим холмом, все, вы уже дошли. Там осталось чуть-чуть совсем. Мы заходили за этот холм, понимали, что это не так. Но когда мы дошли, кстати, это было первое мое интервью тогда. Подошел какой-то корреспондент, я помню, и начал мне, 11-летнему пацану, задавать про то, что я думаю про Бориса Николаевича Ельцина. И я сказал, что я считаю, что это человек, который нас обманул. Каким образом? В 92 году, в период своей президентской кампании, Борис Николаевич приезжал в Ингушетию. Угу. Он приехал в Ингушетию, и вот это знаменитое «Салам алейкум, ингуши», «Я знаю вашу боль», и, естественно, все поверили. А когда все это случилось, помимо всего прочего, это еще было разочарование. Очередное разочарование. Потому что события 92 года, они в истории ингушей, они такие же трагичные, как и депортация, как и события середины 19 века. Это вот такие рэперные точки, после которых кривая поворачивалась не вверх, как должно быть развитие, да, а вниз. Как вам мама объясняла, когда вот вы в 92 году шли по этой дороге? Сколько вы, 30 километров прошли? Да, 32 километра. Как она вам объясняла, куда вы идете, что вы делаете? Ребенок же не может пройти 30 километров просто так, в холод. Я помню один момент. После того, как мы спустились на равнину, мы жили у моей бабушки. По-моему, не помню, недели 2-3. И я помню, нам привезли, поставили такие советские кровати, такие, знаешь, с сеткой внутри. И когда на них положили какие-то бэушные матрасы, я понял, да, вот скорее всего это надолго, и я долго-долго плакал тогда. Ты замечал свое отличие от тех своих сверстников, которые не видели войны? В Москве, например. Конечно. В мелочах. Это было очень интересно. Например, я был в Орленке, в лагере Орленок в 93 году, спустя год как после беженец. событий. Да, меня там, как успевающего ребенка, отправили в лагерь. Я там провел месяц, октябрь. И я очень хорошо понял разницу. Потому что там были ребята из Москвы, из Питера. И там было совсем другое восприятие мира. Я пытался, конечно, там походить в каких-то вещах. Потому что для меня это было новое, и мне казалось, что это там классно. Но какие-то вещи для меня были дикие. Например, там, когда ребята говорили, еда невкусная. Или там, когда бросали кусок хлеба, и для него падает, они не поднимают. Или, такие мелочи, знаешь, когда там смотришь, вроде на нем кроссовки, еще их можно носить и носить. А он говорит, все, они уже все, и надо выбрасывать. Ну, как выбрасывать? Это же нормально. Там дырок нет, там не протекает ничего. Все нормально. Ты что? Глобально, конечно, ты разницы особо не видишь, потому что ты своими глазами не видел окопы, стрельбу. Вот это вот. Когда ты год прожил после этого в очередях с мамой там, за кабачковой икрой и за мукой, там, да, которую выдавали беженцам, и, конечно, мы ценили каждую вот эту вот вещь. Для нас кабачковая икра с черным хлебом был просто деликатес. Из 15 ингушских сел 13 было уничтожено в 92 году. Да. А куда делись эти люди? Они стали беженцами и жили в Ингушетии в основном. Многие живут в новостройках, в смысле, в новых домах, в смысле, уже построились. Потому что это традиция, обычаи. Всегда нужно иметь дом. Квартира – это место для того, чтобы пережить что-то. Да? Я недавно смотрел на Google карту и видел, как все наши села, начиная там от Назрани, заканчивая там Троицкой, они уже срослись все. То есть там все новостройки, дома. То есть уже тяжело отличить одно село от другого или город от села, потому что все застроилось, все. Это вот все оттуда, все люди, которые переехали отсюда, их дети. Вот я. Я классический пример
ребенка, который выехал отсюда, вырос, построил свой дом, завел свою семью и живет уже не здесь. И таких десятки А если бы не тысяч. война, то ты бы здесь остался? Да, конечно. Я больше скажу, я здесь купил землю. Сейчас? Здесь, вот в этом селе, да. Ничего. Вон там. Вот там? Да. Я обязательно вернусь сюда. Я обязательно построюсь и буду жить здесь. Я могу сейчас закрыть глаза и помнить каждую ямочку на дороге у себя. Каждый вот этот ручеек. Я помню их прям, вот где какая. Можно с закрытыми глазами проехать и помнить все. Настолько... Ну, потому что мы не сидели дома. Мы пасли овец. Мы, признаюсь сейчас, воровали баранов у чабанов, которые проходили из Грузии в Дагестан и обратно. Мы мылись в реке. Мы готовили на костре. Мы там... Яблоки, сливы, везде через забор лазили, там по нам стреляли из соли. Ну, как обычно, в общем, все. Кто и каким образом объяснил тебе, почему это кончилось, почему вы больше никогда не увидите свой дом? Я думаю, что мой отец, который, как никто другой, мог мне это объяснить, он сам до конца не верил в то, что он никогда не увидит больше этот дом. И, возможно, поэтому не было этих глубоких разговоров на эту тему. Да, мы понимали, что случилась трагедия. Нам даже не надо было объяснять, мы все понимали. Мы понимали, что вряд ли в ближайшее время мы туда вернемся. Но вы понимали, что в вас стреляет народ-сосед? Да, мы понимали. К сожалению, это... накапливалось за годы. И это вылилось в то, что вылилось, только потому, что кто-то решил, что он не хочет возвращать не принадлежащее ему. Потому что закон о создании Ингушской республики предполагал возвращение пригородного района в состав Ингушетии. А, естественно, это никто не хотел допускать этого. При нормальном, мирном, демократическом разрешении этого вопроса это должно было быть примерно так. Есть население пригородного района, там проводятся выборы, и говорят: ребята, вы хотите остаться в составе Осетии, или давайте, вот у вас есть право быть частью Ингушетии, потому что это исконно ингушская земля. Проводятся выборы, подсчет голосов, да, значит да, нет, значит нет. Хотя... Если следовать прямо закону, там даже этого не требовалось. Калой, прости, но какая глобальная разница, чья это территория, если все равно это все Россия? Хороший вопрос. Этот вопрос я слышу всякий раз, когда возникает вопрос про споры территориальные. На Кавказе земля имеет очень важное значение. Как твоя собственная земля в виде участка земли, так и земля, принадлежащие там, народу, республике и так далее. То есть это важно, чтобы про эту землю точно было известно, что это наше. Да, я абсолютно понимаю. И за это люди готовы отдать жизнь. Люди не были готовы тогда отдавать свои жизни. Они вынуждены были это сделать. И я не считаю это правильным сейчас. Потому что в моем понимании важно не то, что ты готов отдать жизнь за землю, а важно то, что ты готов сделать, живя на этой земле. Потому что сейчас, на мой взгляд, земля, она принадлежит тому, кто на ней живет. Вне зависимости от юрисдикции. Население Ингушетии, оно растет. В год по 8-10 тысяч человек. Население Осетии, по-моему, даже у них отрицательная селекция. Через 30-40 лет все равно в пригородном районе будет больше ингушей. Поэтому надо определиться. Потому что рисков, что это может повториться, очень много. А ненависть? Ненависти нет. На самом деле нас просто развели во всех смыслах этого слова. Кто? Империя, конечно. Пресловутый принцип «разделяй властвуй». Форпост России на Кавказе. Любимчики, не любимчики. Это история, посеянная политиками. И люди, естественно, вирусно воспринимают
вот эту демагогию про то, что ингуши напали на нас ночью, когда мы спали, или да там это не ингушские села, там казаки жили до них, это казацкие села. Или они все время били нас ножом в спину. Или после 92 года был такой популярный среди местного осетинского населения, опять же его внедрили политики, тезис о невозможности совместного проживания с ингушами. Сейчас это назвали бы фашизмом, наверное, да. Это и есть фашизм, по большому счету. Но это было. И все эти истории, связанные с разделом нас на хороших, плохих, на добрых и бандитов, на национальности, это все такой хороший инструмент управления. Вот у нас хороший регион. Это такой нехороший, но вот мы между ними что-то посеем, и они будут в тонусе держаться оба. Не между собой договариваться, а к нам обратятся. Вот это кладбище, ингушское кладбище. Видишь, вон на входе слева разбитый камень. Да, вижу. Там стоял памятник репрессированным сталинской депортации. Потому что многие, кто вернулись оттуда, похоронены здесь. Здесь похоронена моя бабушка. И рядом, видишь, перед ним черный камень, уже новый стоит. Да. Это я поставил. Потому что для меня важно, чтобы эта память, она сохранилась. А этот камень разрушили ровно в 92 году, когда начались эти события здесь. Мы знаем, кто. Мы не знаем, кто конкретно, но, очевидно, не ингуши. Ты помнишь тот момент, когда вы впервые смогли туда вернуться и увидеть, что стало с вашим домом? Да, помню. Это было относительно недавно. Я узнал двор по 2 березам, которые у нас росли во дворе. Мой дед их в свое время сажал. И я по ним сориентировался примерно, где стоял дом, где заканчивался наш забор, где начинался забор моих родственников, которые рядом жили. И потихонечку я как бы нащупал примерно дом, а потом закрыл глаза и все восстановил. Как это было. То есть там вообще ничего нет? Там ничего нет. Там нет даже фундамента. И получается, что у вас нет личных вещей? Ничего. Фотографии из детства? Те, которые остались у родственников, которые жили в Ингушетии. А так нет, не осталось. Ничего. Когда говорят о том, что во время событий октябрьских 92 года было утрачено до 90% исторических ценностей ингушского народа, и материальный ущерб составил около $20 миллионов. Это о чем говорят? О ваших личных вещах или о каких-то исторических, культурных ценностях, которые невозможно восстановить? Смотри, Катерина, здесь жили люди, которые вернулись из высылки. То есть с депортации 44 года. В 57-9 годах сюда начали возвращаться люди. И мой дед со своей семьей один из тех, кто вернулся сюда. Угу. До высылки у него там был дом, и в этом доме жили другие люди. И мой дед, который, естественно, за многие годы в Казахстане что-то там нажил, все продал, приехал сюда, и он предложил эти деньги, это было X2 примерно к стоимости дома, тем осетинам, которые жили в этом доме. А жили осетины? Да. Они сказали нет. Папе было примерно лет 16, и он увидел свою маму, возвращающуюся в слезах и с надорванным халатом, который был на ней. А потом он узнал, что она плакала, потому что она ходила в тот дом, где они жили с моим дедом, и просила у тех жильцов, которые там жили, сорвать фруктов для детей. А эти деревья она сажала до высылки с моим дедом. И там ее прогнали и натравили на нее собаку. И она плакала и возвращалась домой. И мой отец это увидел. У моего деда был такой сундучок, легендарный в нашей семье сундучок, в котором мой дед хранил револьвер. С навесным замком такой. Ну и мой отец был такой хулиганистый товарищ, и он вырезал дно. И всякий раз, когда ему нужен был револьвер, он брал его. Он залез на одно из этих деревьев. И в доме были винные бочки у тех, кто там жил. И он начал стрелять в эти винные бочки через стекла, разбивая стекла. Из револьвера отца был шум, милиция, там дед мой пошел на переговоры с ними. В итоге там договорился, понял, что это отец сделал. Но после этого случая жильцы съехали оттуда. И дед смог заселиться в этот дом обратно. И этот дом стоял до 92 года.
Я думаю, что я примерно поступил бы так же, как и поступил мой отец в этой ситуации. Ну, я точно бы не дал бы им там жить, потому что они обидели мою мать. А я здесь жил. Здесь вот в Чернореческом я жил. А фамилия-то? Ахильгов я. И что? Ну чего, да. Зарета брат? Да, совершенно верно. Зарета моя тетя, да. Племянник? Да. А ну как Сарды, что идешь? Напротив этого, лесхоза? Да, напротив лесхоза мы жили, Я да. была дома Я у только вас и не один раз. Мауляя. С моей родной тетей в одном Да-да-да, классе. вообще. Да. А что вам мешало здесь жить? Да если бы эту войну не замутили, здесь бы уже ни одного стена не было. Все бы ушли. Во многих интервью ты говоришь, что тебя назвали в честь героя из «Тьмы веков», но иногда кажется, что как будто бы тебя назвал сам писатель Идрис Базаркин, и как это было? Не как будто бы. Меня назвал Идрис Базаркин. То есть он пришел и сказал, этот мальчик будет Калой. Да, именно так. Он передал это через моего отца. Он видел тебя хотя бы? Вот они сидят за столом Так. и говорят: Идрис, у Салима сын родился. Он говорит: серьезно? Калоем будет. Все. И они соглашаются. Ну, а как ты можешь перечить старшему? Идрис Базаркин был авторитетом. Я помню один момент, мне было года 4. Он сидел в нашем доме в пригородном. Было много людей. И он сидел за тамаду, за главного. Я так заглянул, и он мне сказал: это же Калой, иди сюда. Ты знаешь, в честь кого тебя назвали? Ну, мне говорили, Калой. Ты не можешь быть плохим, потому что ты Калой. Я так понимаю, что в Ингушетии, как и во многих других кавказских регионах, очень важно, из какого ты тейпа. Да. Из какого ты тейпа? Ахильгова – это тейп Цицкиевых. Он происходит от слова «цицк» по-ингушски – это «кошка». Потому что родоначальник нашего рода, его назвали Цицком. Он был маленьким ребенком, его проткнули штыком и выбросили в обрыв. Там его нашла женщина, его выкормила, вырастила, и она его назвала Цицком, потому что он выжил. И оттуда пошла фамилия Цицкиева. И вот Ахильг – это был его потомок. Фамилия Ахильгов произошла от него. Твой отец занимался политикой в советское время, тогда, когда это не сильно поощряемо. А каким образом ему это удалось, и продолжил ли он после уже перестройки? Политическая активность моего отца, она была связана исключительно с пригородным районом. И речь шла о восстановлении вот этой исторической справедливости, о возвращении исконно ингушских территорий и так далее, и так далее. Но я думаю, его деятельность началась как раз с митинга, который был в Грозном в 1973 году. В Грозном проходил 100-тысячный митинг. 100-тысячный митинг в 1973 году? Да, это был просто отвал башки в тот период, потому что в Москву доносились именно такие цифры. И прислали десант из Москвы, разгонять митингующих. В минус 27 в Грозном, по-моему, на третий день, как раз 21 января, людей разгоняли холодной водой. Одним из тех, кто разгонял в тот момент, был нынешний справедливорос Сергей Миронов. Ты откуда знаешь? Отец его узнал впоследствии. Да, он десантник, и их возили туда. И даже в каком-то из своих интервью Миронов говорил об этом эпизоде, что их отправляли в Грозный. Он, правда, не говорил, что их разгоняли холодной водой в минус 27, но просто там наводить порядок. Вот. А чего хотели митингующие? Просто возвращение пригородного района. Все. Надо понимать, что в тот период, 1973 год, это не так далеко от депортации. И возвращенцам из депортации чинили много препятствий. Они не могли прописываться, они не могли нормально приобретать жилые дома. Все, что можно было использовать с точки зрения административного ресурса, оно использовалось. Что спровоцировало события 1973 года? Спровоцировало несправедливость, потому что когда восстановили Чечено-Ингушскую ССР, все территории, которые были розданы при ее ликвидации, они были возвращены. А осетинские земли вообще не вернулись в лоно Чечено-Ингушетии, то есть переданные осетинам земли.
И, естественно, возникал вопрос, почему дагестанцы вернули, там, грузины вернули, там, Ставрополе вернуло, а пригородные Осетин не возвращают. Интеллигенция черно-ингушская направляла делегации, пытались все это разрулить, как-то вот объяснить, что это важно и так далее. А у нас же всегда так, да? Сначала тебя не слышат, а потом ты выходишь на площадь, и тогда только тебя слышат. Хотя выйти на площадь – это нормальный, законный инструмент. Ну, не в 1973 году. Ну, даже не в 2023. И не в 2023. Да. Митинг запомнился, потому что это был, наверное, самым большим, или акцией протеста, можно назвать так. В советское время это было просто неконтролируемое и неорганизованное государством единственное, наверное, мероприятие такое, где было 100 тысяч человек. Отец оказал на тебя влияние? После этого митинга 1973 года он встал на учет КГБ, и все. И жизнь его пошла наперекосяк, потому что он вот в месяц раз он ночевал в Кутузке. Пытались вербовать его, пытались там это, то. В итоге потом его посадили на 5 лет. В общем, он был заготовителем овощей во Владикавказе. То ли КАМАЗ помидоров испортился, то ли еще что-то было. И, в общем, это взяли за основу как причину, чтобы его посадить. Его посадили на 5 лет. Потом он вернулся и уже работал во Владикавказе. Они вместе с другими своими там земляками, вот те, кто как раз вырос в депортации, да, кто видел всю эту несправедливость, они вместе уже работали в Москве над тем, чтобы создать свою республику. Каким образом на тебя уже взрослого человека и на целое ваше поколение повлияло то, что детьми вы видели войну, и детьми вы лишились права жить на своей земле? Первое, почему я сегодня выступаю против войны, это то, что я видел войну. Я видел последствия войны. Я был беженцем. Я знаю, что война несет разрушение. И война несет не только разрушение инфраструктуры, но и разрушение судеб людей. С тех пор, как мы пережили 92 год, а потом мы еще сразу увидели 94 год в Чечне, мы видели беженцев, мы принимали их, будучи сами беженцами. Представьте себе 300 тысяч населения и еще столько же беженцев. Вдруг из Чечни, и там сколько, 70 тысяч беженцев отсюда, с пригородного района. Это была гуманитарная катастрофа. Я не хочу этого видеть больше. Страх это может быть. Нежелание вспоминать те условия жизни может быть. Я уже не говорю про трупы и все остальное. Это, понятное дело, это естество. Поэтому уже в сознательном возрасте ты понял, что ты не хочешь этого больше. Никогда и нигде. Это самое главное. А в армию ты ходил? Я не ходил принципиально. Именно из-за событий 92 года. Потому что именно армия российская шла впереди и по указанию банформирований указывала на ингушские дома и говорила: вот это ингуши, туда. Они подходили к воротам вот таким и белыми красками писали «ингуши». И все, и туда бомбили. Потому что невозможно же было отделить. Да? Не было зеленых ингушей и красных осетин, и наоборот. А вот жили все вместе здесь. Вон, там жили Доскиевы, там жили Куштовы. Но они жили вот здесь осетин, здесь ингуш, здесь осетин, здесь ингуш. И невозможно было, тем более, когда ты приехал в составе армии, и тебе говорят: а куда? Сюда. И местные все подсказывали. Куда стрелять, кому стрелять. Как так получилось, что российская армия приняла сторону осетин? Первое и самое главное, то, что у осетин на момент начала конфликта была организованная государственная структура управления. Было правительство, был там президент Галазов, военные подразделения, милиция была, ОМОН был свой и так далее, и так далее. Чего не было в ингушей на тот момент. И это сыграло самую важную роль, потому что когда приезжали сюда Хижа, Гайдар, единственные, кто здесь имел прямое отношение к федеральной власти, это были местные власти Осетии. Административный ресурс, он сыграл решающую роль здесь. То есть получается, что государство в национальных тонкостях не разбиралось? Вообще. Сколько раз потом в действиях империи тебе виделась похожая история? Очень много раз. Приднестровье. Классическая такая же история. Опять же, здесь
принцип «разделяй власть». Нагорный Карабах. Та же история, абсолютно. Я думаю, что такие ситуации меняются, когда меняется контекст геополитических задач. Солдат, солдат, забытый Богом в страну я герой.